В Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом на сегодняшний день официально зарегистрировано 1488 ВИЧ-инфицированных. Из них 70% – это мужчины. Если быть точнее, 1052 человека, 408 женщин и 28 детей. В этом году здесь зарегистрировано 56 новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей Ингушетии. А это на 20 случаев больше, чем в 2021. Цифры неумолимо растут. Врачи бьют тревогу. Повышается количество умирающих от ВИЧ, и ВИЧ молодеет. Если в основном была тенденция 36-42 года, 44 года, то сейчас ВИЧ молодеет. И это, я так думаю, несмотря на то, что последние годы тенденция была заражения вирусом иммунодефицита человека именно контактным путем от мужчины к женщине и наоборот, то сейчас наркотики начинают играть свою роль. За неполный 2022 год от этой болезни в нашем регионе умерло 30 человек, из них 8 женщин. А за весь период регистрации в Республиканском центре ушли из жизни 617 человек. По правилам Всемирной организации здравоохранения статистику по СПИДу принято умножать на 3, так как большая часть больных не стоят на учете. Выходит, что за последние 25 лет СПИД в Ингушетии забрал почти 2000 жизней. И в этом году, конечно, мы печально огорчены количеством вновь выявляемых. Допустим, в прошлом месяце мы сделали БЛОТ, это беспрецедентное подтверждение иммуноферментного анализа, когда человеку окончательно выносится ВИЧ-инфекция. Просто за один месяц мы выявили 8 человек. Казалось бы, 8 человек не так много. Но на самом-то деле все люди, которые обращаются в лечебные организации, они же не идут целенаправленно выявить ВИЧ-инфекцию. Мы обращаемся по различным причинам. Люди, которые госпитализируются, уже идут в медицинскую организацию с целью полежать, получить лечение. Вот у них берется забор крови, и эта кровь централизованно со всей республики доставляется к нам. У ВИЧ-инфицированной пары могут родиться здоровые дети при условии четкого прохождения специальной трехэтапной терапии. Так, в текущем году 5 зараженных женщин получили полную химиопрофилактику, благодаря чему страшная болезнь не передалась детям. Как итог, 5 полноценных здоровых малышей. Но, к сожалению, не все родители серьезно относятся к лечению. На сегодняшний день 544 человека получают у нас высокоактивную терапию. Эти люди, которые постоянно проходят обследование. У нас очень высокий процент неопределяемой вирусной нагрузки среди пациентов. Это говорит о том, что люди исправно принимают терапию, потому что эти лекарства нельзя принимать завтра, отменять, а потом послезавтра снова применять. Они по четкой схеме идут. И люди, когда осознанно подходят к этому процессу, все, конечно, в руках Всевышнего, но у них есть возможность не выпадать из общества, рожать здоровых детей и продолжать обычную свою жизненную деятельность. Многие люди даже не подозревают о том, что заразились. Инфекция может годами разрушать иммунитет человека. А когда недуг обнаруживается, то бывает очень сложно бороться с ним, ведь он уже успел захватить весь организм. Поэтому очень важно 2 раза в год сдавать кровь и проверяться на ВИЧ. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом находится в Назране, в районе Абигув, по адресу Вазовская, 2. Каждый будний день с 8:30 до 16:00 здесь можно провериться на ВИЧ. Бесплатно и анонимно. При необходимости можно сдать экспресс-анализ, результат которого будет готов через 10 минут. Зарема Ивлоева, Магомед Даскиев, Новости 24.